одной рельсе. Так, все аккуратненько. Паспорт и черная гелевая ручка – это все, что допускается на входе у металлоискателя. Все остальное должно быть скрыто в уме, а не в карманах. Однако никто не станет отнимать у участника ЕГЭ шоколадную плитку. Конечно, если в ней ничего не спрятано. Даже денежная мелочь в карманах, от которой может засвистеть металлоискатель, привлекает всеобщее внимание. В таком деле, как говорится, даже мелочи важны. На входе также проверяют паспорт. Уловок у экзаменуемых всегда уйма, но с каждым годом их становится меньше, заметили организаторы ЕГЭ. Воспользоваться уже практически нереально стало. Нереально стало воспользоваться. Бывают шпаргалки, но тоже маленький процент, что можно воспользоваться шпаргалкой, потому что действительно все видно, все заметно. И, кроме знаний, вы знаете, если бы действительно они более серьезно готовились к экзаменам, фактически не сдать экзамен практически нереально, потому что баллы до такой степени, вот, чтобы получить аттестат 24 балла по русскому языку, это средний уровень, ниже среднего. То же самое базовая математика. Это задания очень простые. В России основной этап единых государственных экзаменов стартовал с информатики и географии. Как правило, на экзаменах по информатике молодых людей больше, чем девушек, потому что информационные технологии всегда привлекали именно мужское население. В том числе и Асхаб Магомаев, выпускник 5-й Сунжинской школы. В какой вуз будет поступать и в какой географической точке он будет находиться, будущий абитуриент пока не знает, но точно намерен обучаться программированию. В школе готовились, учителя занимались с детьми и на уроках, и проводили дополнительные занятия в неурочное время. Назрановская 11-я школа на сегодня единственный в республике пункт приема экзаменов. 102 человека сдают информатику, в том числе 18 выпускников с ограниченными возможностями. А на географию заявлено около 20 участников ЕГЭ. Во всех 10 аудиториях, подготовленных для проведения экзамена, установлены новые широкоугольные камеры с функцией наезда и отъезда. Камера позволяет увидеть даже то, что пишет школьник. Скоро такие устройства появятся во всех экзаменационных пунктах. Во время экзамена на вашем рабочем столе помимо экзаменационных материалов могут находиться только это ваша ручка гелевая, ваш паспорт и ваш КИН. Если организатор зачитывает инструкцию для экзаменуемых, значит совсем скоро выдадут КИМы. Тем временем на улице родственники болеют за своих детей. Переживаем, потому что предмет очень сложный, информатика. Проходной балл высокий, 40 баллов проходной. Но нам предмет нужен, потому что мальчик поступает в Москву, в Бауманку. Планируем поступить в технический вуз. Надеюсь, что все будет хорошо. Вроде бы на дополнительных показывал очень неплохие результаты. На основную волну ЕГЭ всего в республике заявлено 2610 выпускников. Следующий экзамен пройдет 31 мая. Ребята будут сдавать математику базового уровня. Залина Могушкова, Магомед Дидигов, Новости 24.